Казахстан – это практически русскоговорящая страна. Ну, вы сами, наверное, почувствовали. И, к сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, и со своей критикой происходящих процессов и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда эта позиция, эта критика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы разрушали наши отношения. Вот, скажем, в сфере энергетики у нас здесь традиционные вещи. Тем не менее, у нас очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана. И здесь традиционно сложилась ситуация, когда в одном из регионов Казахстана не хватает того же природного газа, а в других территориях в избытке, и нам объединять усилия, нам поставлять что-то в Казахстан, что-то получать из Казахстана при достаточно большой территории самого Казахстана и наших больших территориях оказывается выгоднее, чем развивать прямо у себя на территории. Поэтому мы естественные партнеры и союзники. Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы на будущее. И вчера мы и в неформальной обстановке с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем весь вечер за ужином обсуждали эти перспективы. Повторяю еще раз, я оцениваю их в высшей степени положительно.